косточка, и седла, и музыкальные инструменты, потом эти мебель. Да, это такая была большая традиция у нас, именно инкрустация костюм. Мне кажется, были супер школы и мастера, а сейчас это немножко только серебром инкрустируют. Ну, и очень дорого. Ну, это вот эти сохранили. Потом мы восстановили вот эти все. Мы восстановили без луна, кстати, ну, это Мангыстау, Самштар, осындай болған. И еще, что интересно, лягушка мало таспака. Но вообще вот эти, кстати, зооморфные всякие эти названия, эти жыланның, құмырсқа, там бақа, это ұлы жүздерде қалды. Кіші жүзде. Ладно. Рима, кіші жүздерде. Именно кіші жүздерде. А есть Кирей здесь? Кирей есть? Есть Кирей. Кирей барма. Ничего, это вам за ваши Айта беріңіз. бессменные... Кана, Давайте керейлер я вам туралы. расскажу очень интересно. И на сегодняшний день все равно ковровыми исследованиями это я занимаюсь, да? Вот этот вот ковер, девочки, мальчики, ковер, который висит на стене. Туркмены традиционно называют такой ковер туркменский, туркмен эрсари. Туркмен эрсари, то есть трайб туркменский эрсары казахша, они ткали вот такие ковры. Ну, в нашей коллекции больше 90 ковров, которые соткали из казахских домов. То есть мы тоже можем говорить, это казахский ковер, да? То есть... Түркмендердің ішіндегі қазақтар да тіккен. Жоқ, біздің қазақтар. Нет, не только это. Вот такие ковры ткали. Такие ковры. Не так тяжело рассказывать. Кім, жігіттер? Не, Нұржан. Пожалуйста, Кімді я тыңдайықшы бітті? расскажу, пожалуйста. Вот такие ковры ткали от запада Узбекистана до Киреев Монголии. У меня есть такой из Монголии Киреи ткали. Но когда я обратилась к турецкому древнетюркскому языку, там есть перевод слова «кереви» — это рак. То есть у нас Кирей и Киреи, они обретают новое название. Сейчас вы видите, наверное, здесь рак. Ага. Я думаю, что это базовые. Потом у нас есть еще вот эти ножницы, да? Они тоже видят лишние. Ну, это тоже часть моего исследования, которое я писала последние, там, много-много-много постов. И в основе там лежат почему-то раки, скорпионы и крабы, и пауки. То есть вот это какая-то... Я дошла до какого-то слоя, и в нем пока еще копаюсь, и он меня относит к Египту. То есть с Египтом я вижу связь. Но я не совсем понимаю, это какой уровень, знаний. Но в любом случае жуков здесь можно увидеть. И, кстати, вот казахтың төрінде тұрған кровать, казахша. Ағаш түзік. Ағаш төсек или керевет. Правильно? Он действительно как керевет, креветка ракообразная. Да. Типа клешни сверху. Да. Ну, то есть у меня это лингвистические эти ходы. Я по языкам хожу. Интересно, что вот эту ставили, вот такую кровать ставили около тшкиза тоже. То есть тшкиз это место, где уходило солнце. Солнце уходило. In English это называется bedtime. Это bed, кровать. Но bed это плохое время. Bedtime. Дейсі бе? Bed в то же время это bad, плохой. То есть это время, то есть есть хорошее, когда жизнь заходит, и плохое, когда жизнь уходит. То есть в юрте получается дополнение. В юрте вот эти вот зональности, они не просто так. В них, в юрте есть свои смыслы. Я просто детализирую их. Короче, я тоже этим копаюсь. Не знаю, я хочу, чтобы у меня было время это все делать, чтобы я не сидела в этом магазине. Уже надо какого-то взять. Нету никого. Боженого? Не знаю, никого нет. Боженого, да. Атрибутику только надо.
Надо много чего. Это вообще непонятно. Просто как потолок. Причем надо, чем быстрее, тем лучше. Вы ведете их в научный оборот. Слышите? Покажу сейчас вам еще. Он должен шагасаться. Раньше вот такие были ковры. Не вот такие были маленькие. Казахский клем тоже. Мынау не нәрсе? Былай қарасаңыз сандық деп ойладым, сөйтсем бас. Это называется жастық ағаш. Жастық ағаш. Жастық ағаш. Это как это лайфхак, жесткое изголовье. Ага, я. Писался. Ну, лайфхак кессе, тогда можно это ходить. Жүк жинап болады. Жүк ағаш па? Жүк ағаш қой. Жүк ағаш и жастық ағаш получается. Или ағаш жастық, как это? Ал немерелерің бар, да? Да, бар, немерелер. Молодец. Кстати, вот я еще хотела сказать про вот этим. Я все время говорю о жуках, скорпионах и таких существах. Вот это вот называется арабы-клем. Вы, наверное, знаете. Арабы-клем, такие ковры пришли в 8 веке на территории Средней Азии и Казахстана с первыми миссионерами, кожаларами. Что интересно, таджики, они называют скорпиона каждум. Как? Каждум. Каждум, он переходит кажу, хозяин и хозяин, да? Он наш хозяин. Это вот поэтому, видимо, изображали вот эти божества. Но что интересно, казахтарда самое интересное, когда ткали алашу, если здесь есть, сейчас покажу. Вот это алаша, вот здесь, ладно, вот на этой покажу, алаша. Вот эта техника плетения называется кежимтеру. То есть и получается, что он же кажем, наш паук-скорпион, и он же кежимтеру. То есть как будто бы паук-скорпион, он перебирает, терет. И то есть здесь нога, связь с этой ногой. И вот у нас есть вот оршак, среди всех оршаков я его люблю, скажем так, сохранила, потому что оршак, оказывается, назвали, потому что по-настоящему был оршак. Оршак — это головка бедренной кости, это анатомически. То есть для меня вот это самый ценный, потому что он дал ответ, почему нога. Ну, я застряла на жуках. Я не понимаю, почему это оказалось. Я застряла на уровне жуков, скорпионов, раков, пауков, рыб, змей. Но вот эти все рода, они имеются в Шежде у казахов. Бір сүйектің басы. Көрдіңіздер ме? Шаян ауылынан. Вчера Да, он, да, Шаян ауылынан. Здесь арстанды, здесь жыланды. А к Шеждерде, у них же сколько қызыл құрт есть. Улы Шеждерде шанышқыларда бақа, балық. Ну, құрт это же, понятно, тоже құрт. Потому что в основе... Малдың сүйегі. Жамбасқа кіріп тұратын ортанжылық қой мынау. Тоже. Ну, я разбирала же недавно это тоже. Сүйек деп айтып тұрмын ғой. Астын қарасаңызшы. Жоқ, мынау сүйек. Головка бедренной кости настоящая. То есть, поэтому оршық, он так и назывался оршық. То есть, это связь была. Жамбасқа кіретін ұршықтың басы. Головка бедренной кости. Оршық. Ана ағаштан ойып айналдырып қайдан алады? Сүйекті алған. Ана. Подшипникті ұршық деуге болады, негізінде. Былай айналдырады. Сондай бір. Или ана рычагтарды айтуға болады ненің, машинелердің. Сондай білімдер болған. Вот почему-то
Вот я говорю, именно на коврах, я когда сейчас сравниваю. Сіздің аты жөніңіз кім? Толқында айтыңызшы. Дана Бектаева. Инстаграм. Жақсы. Когда я смотрю эти ковры других народов, у них там тоже все вот эти вот присмыкающиеся. В основном. Да. Поэтому я просто пытаюсь понять, что такое. Нет. Слушай, что должен знать. Я такие вещи не могу. Сегодняшнее шоу. 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 Это же не шоу. Или это вы же тоже считаете шоу? Это дефиле. В виде дефиле, но в любом случае это же мать. Можно читать? Тише, да, даже.